Абдурахманов Расулбек Юлдошбоевич, Ашик Гариб жана Шахсанам, Ашик Махмуд жана Нигорхан, Тохир менен Зухра, Саятхон менен Хамро сыяктуу эпостарды ал өзүнүн устаттары болгон Абдуллаев, Матекубов, Абдуллаев, Норматова, Абдуллаев, Отамродовтордан үйрөнгөн. Бүгүнкү күндө анын репертуарында 10дон ашык дастан бар. Абдурахманов Расулбек Юлдошбоевич. Такие эпосы, как Ашик Гариб и Шахсанам, Ашик Махмуд и Нигорхан, Тохир и Зухра, Саятхон и Хамро он изучил у своих учителей Абдуллаева, Матекубова, Абдуллаева, Норматова, Абдуллаева, Атамурадова. Сегодня в его репертуаре более 10 дастанов. Oldindan shu bizni O'zbekiston Madaniyat va Turizm vazirligi va Fanlar akademiyasi birgalikda O'zbekiston baxshilari deb nomlangan kitob albomini olib kelganmiz. Uni shu hurmatli talantali Bakshi ustozimizga bermoqchimiz. O'zbekiston baxshilari, O'zbekiston xalq baxshilari joylashgan, hayoti ijodi qilgan nimalari. Bunda bizning kafedramizni professor o'qituvchisi Botir Matyakubov doston ijrochiligi o'qitish uslubiyati kitobi. Mana bu esa O'zbekistondan Xorazm baxshilarini dostonlarini ijro variantlari. Ну, вы, наверное, поняли, да? Расулбек передал специально книги. Книга, это очень замечательная книга, издана в таком красочном виде, я эту книгу видел. Все сказители прошлого и настоящего, сказители эпосов узбекского народа были внесены биографии с фотографиями, были внесены вот в этот фотоальбом. Это замечательная книга, и здесь услубияты. Это книга о преподавании или подаче сказительского искусства в качестве урока, наверное, специально созданная узбекскими учеными Батыр Матягубов, да? Матягубов. Ну, вначале Расулбек сказал, что это его приветственное слово, что он передает привет от Министерства культуры Республики Узбекистан, от Академии наук Республики Узбекистан. Большой привет нашему форуму, организаторам. Пожалуйста, Андагин. Endi o'rnimdan turganimni aytsam, yosh baxshi bo'lib turib, yosh ishtirokchi bo'lib turib, shunday ustozlarning oldida o'tirsam ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun turib gapiraman. Если я буду сидя говорить, это будет неправильным перед величайшими учителями, поэтому позвольте мне сказать свое слово стоя. Endi o'zbek baxshiligi haqida gapirsak, O'zbekistonning o'zida 4 ta doston ijrochiligi yo'nalishi maktablari bor. Bular Xorazm doston ijrochilik maktabi, Surxondaryo, Qashqadaryo doston ijrochilik maktabi va Qoraqalpoqlar 2 yo'nalishga ajratilib ko'rsatiladi. Bular ijro va baxshi deb yuritiladi. У нас в Узбекистане 4 сказительских школ. Это вот Хорезмская школа сказительская, Сурхандарья и Кашкадарьинская, и 2 школы Каракалпакские. Endi bularning ijro yo'llarini aytib o'tsak, Xorazmda oldindan shu 13-14 asrlardan bizgacha shu ochiq ovozda ijro qilinib keladi. Bizlarda men o'zim Xorazm ijrochilik maktabi bo'yicha tahsil olganman va shu bo'yicha ijod qilaman. Bularda
ochiq ovozda dostonlardan Go'ro'g'li turkum dostonlari, oshiqlik, sevgi, ishq, muhabbat dostonlaridan Oshiq G'arib va Shohsanam, Tohir Zuhra, Oshiq Mahmud va Nigorxon, shunga o'xshash dostonlar kuylanadi. Endi Surxondaryo baxshichilik maktabida bularda ichki hozir ustoz aytgandek gorlovoy penya bularda ichki ovozda kuylanadi. Bularda dostonlarini aytib o'tsak, Alpomish, bularda ham Go'ro'g'li turkum dostonlari, Kun tug'mish, Avazxon, shunga o'xshash dostonlar kuylanadi. Endi Значит, Хорезмская школа, она специализируется на эпосе Гороглой. Есть такой эпос, это угузский эпос, вот, и специализируется еще на лирических эпосах. Своеобразие узбекского сказительского искусства в том, что, и вообще фольклора в том, что они имеют достаны, то есть малые эпосы, которые описывают, сюжет состоит из лирики, поэтому лирические, подавляющее большинство этих достанов, эпосов малых, они являются лирическими. Сурхандаринская и Кашкадаринская школа, она специализируется на богатырских эпосах, и основным репертуаром сказителей этой школы является эпос Алпамыш или Алпомыш по-узбекски. Qoraqalpoqlar ikki maktabga ajratiladi. Bular ijrolar ichki ovozda, gorlovoy peniyada ijro qilishadi. Bu qoraqalpoqlar ochiq ovozda, xuddi Xorazm qoraqalpoq bir-biriga yaqin. Ular ham ishq, muhabbat, sevgi dostonlarini kuylaydi. Ijrolar esa ko'pincha qahramonlik dostonlari, Alpomish, Qo'rqut ota, Qirqi, shunga o'xshash dostonlarni kuylaydilar. Bu ayol baxshilarimiz esa ishq, muhabbat, sevgi, muhabbat shunaqa dostonlarni ko'plab kuylashadi. Каракалпакские вот эти две школы. Первая школа специализируется на богатырских эпосах. Это Кыргыз, Qo'rqut ota. Тоже Qo'rqut ota — это эпос, который тоже является общетюркским, угузского направления. Вот. И этот эпос распространен не только у каракалпаков, у казахов. Он есть, этот эпос есть и у других тюркоязычных народов. Вот вторая школа — это школа женская, сказительская традиция, где исполняют исполняют эпосы более, скажем, или малые эпосы достаны лирического направления. И я немного не понял вот о музыкальности, он сказал, что в этих школах имеется и элемент горлового пения. То есть я не очень понял, потому что терминология была на узбекском языке, музыкальная терминология, поэтому. Но в целом вот эти школы имеют, особенно вот Каракалпакская первая школа, Хорезмская, Кашкадаринская и Сурхандаринская сказительская школа, они имеют элементы горлового пения. Спасибо. Endi umumiy ma'lumotlar shu. Agar ruxsat bersangizlar, Xorazm doston yo'nalishidan ozgina ijro qilib beraman. Buni degan anan Tarix muzeyida o'sha hujjatda. Qisqa ma'lumotlar shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat sizga.